О самых заметных событиях пятницы вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте, вот основные темы дня. Новое производственное здание Жатайского судоремонтного завода открыли сегодня. Площадь объекта 1300 квадратных метров. Какие работы планируют проводить в новом объекте? Дни целевого фонда будущих поколений Якутии проходят в Нерюнгринском районе. Торжественно открыта IT-лаборатория, для которой разработан ряд инновационных авторских программ. Взлет разрешаем. Северо-Восточный федеральный университет проводит курсы повышения квалификации управления беспилотниками. Для кого организованы занятия? В Мирнинском районе в последние годы отмечен массовый приток молодых медиков в учреждения здравоохранения. Какую роль в подготовке специалистов занимает филиал медколледжа? Человек, опередивший свое время. Республика отмечает 150 лет со дня рождения первого героя труда в Якутии. Какие открытия сделал исследователь родного края Петр Староватов? Сегодня Ленское объединенное речное пароходство официально завершило навигацию. В течение дня компания отмечает достижения, чествует экипажи, показавшие наиболее высокие результаты, и подводит итоги. Так, этот год для пароходства был насыщен памятными событиями. Лорд в 6-й раз завоевал высшую отраслевую награду России «Лидер отрасли» в номинации «Лучшая судоходная компания». Пароходству также удалось выполнить поставленную на текущий год задачу – перевезти более 1,5 миллиона тонн грузов. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить завершение навигации 2023 года. Это был период напряженной работы и, безусловно, как всегда, больших достижений и побед. Именно благодаря слаженной работе всего коллектива пароходства удалось выполнить поставленную в начале навигации цель – перевезти более 1,5 миллиона тонн народно-хозяйственных грузов. Это значимый вклад в развитие нашего региона и экономики страны в целом. Работники Ленского объединенного речного пароходства с честью справились с трудной и очень нужной для республики задачей. Символично, что новое производственное здание Жатайского судоремонтного завода открыли сегодня, в день закрытия навигации. Площадь объекта порядка 1300 квадратных метров. Здание разделено на 2 цеха, предназначенных для ремонта корпуса и двигателя судов. Введенный в строй объект увидела наш корреспондент Брафирина Алексеева. Новое здание включает в себя 2 цеха. В одном зале будут производить детали для корпуса судов как для ремонта имеющихся, так и для сборки новых кораблей. Второй зал предназначен для обслуживания и ремонта двигателей. Отапливаемые цеха оснащены современным оборудованием. Здание построено на свайном фундаменте. Металлический каркас утеплен сэндвич-панелями. Площадь объекта около 1300 квадратных метров. Сегодня цех уже запущен в работу. Нас подтолкнуло для этого переустройства у нас на заводе Жатайском. Это то, что мы объемы, то есть и цеха передали значит, вновь строящуюся от федерального центра с федеральным бюджетом и республикой, значит, Жатайской судоверфи. Так, мы передали эти земли вместе с цехами и себе строим новое. У нас нету рынка, значит, ремонтных предприятий, которые здесь по нашему флоту. Мы ремонтируем флот сами, поэтому мы очень заинтересованы, чтобы у нас был качественный и хороший ремонт наших пароходов. В прошлом году в эксплуатацию был введен первый ремонтно-механический цех судоремонтного завода. Стоит отметить, что ремонтных объектов такого уровня в республике не строилось уже много лет. Изготавливаем заготовительные операции для теплохода «Капитан Спиридонов» проекта 1754. Изготавливаются сейчас кницы для подкрепления корпуса. Все новое, все для специалистов делается, чтобы специалисты работали, у них было тепло, техника безопасности вся соблюдалась, снабжение. Это ускоряет, во-первых, и срок изготовления всех деталей, и срок сдачи. В следующем году планируется строительство 3-го цеха. Это позволит проводить судоремонтные работы на еще более высоком уровне. То есть мы там будем устанавливать дополнительно плазменную резку, дополнительно карусельный аппарат, то есть для винтов еще более масштабный для ремонта винтов на наши большие теплоходы.
Ежегодно в заводе планируют строить до 10 речных и морских судов. До 2036 года на производственной площадке собираются возвести около 130 речных судов и обслуживать имеющиеся плавсредства. Власий Сергеев, Марфелина Алексеева, Иван Сорокомов, Якутск. Идем далее. Главы всех районов республики держат на личном контроле снабжение своих бойцов через гуманитарные программы. Глава Сунтарского улуса неоднократно лично приезжал в зону проведения специальной военной операции, встречался с бойцами, передавал гуманитарный груз и личные посылки. Опорный пункт собирает пожелания бойцов, и, исходя из этого, улусы формируют гуманитарные поставки. Во-первых, я хочу сказать слова благодарности руководству республики, опорному пункту, кто здесь работает на местах. Мы с ними работаем уже давно, связь постоянно держим. И вот когда мы сюда приезжаем, когда вот, общаясь с ними, обязательно они то, что они просят, мы стараемся привезти. И вот сегодня вот привезли для наших ребят вот то, что они просили. У нас есть такие мужественные ребята, которые на них можно равняться. Конечно, мы очень горды, что наши ребята, боевые ребята, не только наши герои, и все ребята, которые там работают, они мужественные, и мы ими всем гордимся. Якутские волонтеры продолжают приезжать в Донецкую и Луганскую народные республики для оказания помощи и работы в опорных пунктах. Например, жительница Нерюнгри Татьяна Кириллова свой очередной отпуск решила провести в Луганском опорном пункте. В мужской коллектив женщина влилась легко и теперь каждый день балует работников пункта и солдат, которые приходят за посылками, вкусными домашними обедами и ужинами. Когда спецоперация началась и была мобилизация ребят, я была в отпуске. У меня сын добровольцем туда ушел. И мне моя приятельница звонит и говорит: поехали, поехали волонтерами. В тот момент я не могла, потому что у меня есть обязательства на работе перед коллегами прийти. Я сказала: следующий отпуск я беру и еду. Я год вынашивала эту мысль. Обратилась в волонтерское движение, была заброшена моя заявка, но ответа не было. Я обратилась к главе нашего района, к Шегинику Роману Михайловичу. Роман Михайлович, хочу поехать на период отпуска, что-то хорошее сделать. Он сказал: без проблем. И он этот вопрос решил. И меня здесь уже ждали. Я ехала не просто в никуда. Я знала, что я еду, что меня ждут, что меня встретят. Вот и все. Все знают, что здесь база республиканская от Якутска. Все сюда идут. Стук двери. Кто мы, якутяне, заходите. Всех накормим, всех угостим. Ну и если ближайшие куда-то, то меня ребята берут с собой. Я с вечера ночью готовлю, чтобы на следующий день был завтрак, обед, ужин. И с ребятами еду, везу гуманитарку. К 8-м международным спортивным играм «Дети Азии» построят 2 спортивных объекта и проведут капитальный ремонт 14 учреждений. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников. Он провел совещание и проверил подготовку к играм. Одним из вопросов стало строительство многофункционального спортивного зала в Сайсарах и спорткомплекса в Хатасах. Также к играм планируют ремонтировать 14 объектов, среди которых Дворец спорта 50 лет Победы, Центр спортподготовки «Триумф», Ледовый дворец, Лей-Ботур, плавательные бассейны «Чолбон» и «Самородок», спорткомплексы «Мадун» и «Дахсун», а также стадион «Туймада». На совещании рассмотрели вопросы благоустройства, озеленения территории, обеспечения общественного порядка, пожарной безопасности и организацию транспортного сообщения. Сегодня видно, что власти и комиссия работают в контакте, и движение в этом плане есть. Конечно, особым вопросом стоит финансирование дополнительных средств. Над этим мы тоже озадачились. Заявка со стороны рабочих комиссий и со стороны окружной администрации уже поступила и находится в работе у финансового блока правительства. И я думаю, что по мере выполнения тех или иных мероприятий, с учетом экономии средств и проработки вопросов, цены вопроса, эти средства будут изысканы. И меня радует, что сегодня и окружная администрация, и рабочие комиссии настроены на рабочий лад и проведению на высшем уровне этих игр.
Минимальный размер оплаты труда с 1 января повысят на 18,5% до 19 242 рублей. Как напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин, увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% поручил президент Владимир Путин. Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. В результате его реализации зарплата вырастет почти у 5 миллионов человек, сказал спикер. Он также обратил внимание, что от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также больничных. Таким образом, вместе с повышением МРОТ вырастет и ряд соцвыплат. В этом списке еще ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Также правительство дополнительно направило более 5,5 миллиардов рублей на повышение зарплат в бюджетной сфере. Это финансирование позволит в полной мере выполнить обязательства перед работниками с учетом майских указов президента, подчеркнул премьер Михаил Мишустин. Средства также пойдут на выплату ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка. Мишустин напомнил, что за последние 2 месяца правительство направило на повышение зарплат бюджетников около 31 миллиарда рублей. Это позволило повысить доходы сотрудников федеральных учреждений в области культуры и науки, медицины и образования. Дни целевого фонда будущих поколений Якутии проходят в Нерюнгринском районе. В рамках мероприятия торжественно открыта IT-лаборатория, для которой разработан ряд инновационных авторских программ по техническим направлениям. Подробности в материале Ивана Лазаренко. Инженерно-технологический лицей номер 24 города Нерюнгри стал победителем грантового конкурса «Инносфера-2023» по созданию детских инновационных центров целевого фонда будущих поколений республики. Технопарк «Кванториум», действующий на базе лицея, пополнился IT-лабораторией, оснащенной самой современной техникой. Дети сейчас получают очень хорошую возможность на оборудование такой, можно сказать, с таким современным, с хорошими возможностями воплощать в жизнь свои идеи, проекты. Мы знаем, что дети ИТЛ-24 много участвуют в разных олимпиадах, конкурсах, делают проекты очень интересные. И поэтому считаем, что эта лаборатория такой очень своевременный, актуальное подспорье для них, для того, чтобы им самореализоваться. Реализация конкурса «Инносфера-2023» стала возможным благодаря компании «Эльга Уголь», которая обеспечила финансирование этого проекта в размере 1 миллиона рублей. Сегодня на открытии лаборатории мы увидели в глазах учеников, учителей радость, восторг. И наша компания «Эльга Уголь» очень приятно, что мы имеем непосредственное отношение к данной радости, восторгу. Наша компания всегда готова оказать помощь в развитии нашего района, республики. И надеюсь, что с фондом развития мы сделаем еще не один проект, и направленный на развитие нашего города, района и республики Саха-Якутия. Благодаря открытию IT-лаборатории учащиеся среднего и старшего звена образовательных учреждений, а также студенты Нерюнгринского района получат знания и навыки по авторским программам профессиональной подготовки в сфере IT-технологий и инженерного образования. В этом кабинете мы будем изучать 3D-моделирование и графический дизайн. Это довольно интересные и перспективные направления. Я сам занимаюсь ими уже несколько лет и даже уже 2 года являюсь заведующим 3D-лабораторией. И это даже позволит нам, наличие лаборатории, ставить модели, которые ученики сделают в этой лаборатории, на печать, чтобы они вживую могли увидеть то, что произвели на компьютере. Также выпускники IT-лаборатории, созданной на базе инженерно-технологического лицея номер 24, получат профессиональные навыки работы с современным станочным оборудованием, изучат новые современные языки программирования и получат навыки работы с современными графическими редакторами. Иван Лазаренко, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. Северо-Восточный федеральный университет организовал курсы повышения квалификации управления беспилотными летательными аппаратами. Организатором выступил физико-технический институт совместно с Самарским областным центром. Чему обучают курсантов, знает Даяна Федорова. Первый набор обучения проходят 40 человек, в том числе школьники, студенты и взрослые. Курсы продолжительностью в 3 дня включают в себя онлайн-обучение, очные лекции, работу на симуляторах и запуск дронов.
Команда сотрудников СВФУ прошли обучение в Самаре. Наставником команды выступил приглашенный специалист Андрей Евков. Он имеет большой опыт в отрасли беспилотных летательных аппаратов. СПО и вузы подготавливают специалистов в этой отрасли. Но дело в том, что кроме этой отрасли, кроме этих специалистов, сейчас беспилотники большое распространение получили во всех отраслях. Можно использовать практически в любой специальности, которая у вас преподается в данном случае в университете. Ввести дополнительный блок беспилотных технологий именно в стандартной обычной профессии. Вот это будет самый оптимальный вариант. Одним из курсантов повышения квалификации стал Иван Васильев. Он студент 4-го курса Института зарубежной филологии и регионоведения. О курсах узнал из мессенджера и решил записаться. Иван рассказал, что нового он узнал. Во-первых, это структура и, получается, конструкция именно самих беспилотников, дронов и так далее. Также немного о самолетах даже, я бы сказал. Ну и, конечно, аспекты использования беспилотных аппаратов. К примеру, пожаротушение, которое актуально в нашей республике. Доставка грузов, также военные аспекты, многое другое. На курсах используются действующие модели самоуправляемых аппаратов, это около 5 видов, а также специализированные компьютерные программы и тренажеры. В рамках программы проекта «Университет 360», программы стратегического лидерства «Приоритет 2030», Северо-Восточный федеральный университет подготовил сотрудников, операторов БПЛА и закупает необходимое оборудование. В дальнейший план университета входит организация курсов для населения. Кроме того, будет разработан модуль для включения в основные программы технических направлений и специальностей. На данный момент мы обсуждаем вопросы лицензирования и открытия программы бакалавриата и профессионалитета. Беспилотные летательные аппараты получили большое распространение в различных отраслях республики. Записаться на курсы можно через учебно-методический центр физико-технического института. Таяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Повышение эффективности программы «Гектар» обсудили на Сахалине. Рассмотрено также распространение лучших практик получателей участков. Программа «Гектар» реализуется уже более 7 лет. Количество людей, получивших землю на Дальнем Востоке и в арктической зоне России, превысило 128 тысяч человек. В том числе на Дальнем Востоке более 112 тысяч. На 4 субъекта – Приморский край, Хабаровский край, Якутию и Сахалинскую область – приходится 70% заключенных в рамках программы договоров. В Арктике лидерство среди регионов сохраняет Мурманская область, на которую приходится 58% договоров безвозмездного пользования. В собственность или долгосрочную аренду землю там оформили более 25 тысяч человек. В Мирнинском районе в последние годы отмечен массовый приток молодых специалистов в учреждениях здравоохранения. И не только благодаря программе «Земский доктор», но и работе филиала Якутского медицинского колледжа. На какие специальности обучают в колледже, расскажет Анна Васильева. Сегодня в филиале медицинского колледжа в городе Мирном обучаются более 50 студентов по 3 специальностям. Сестринское дело, лечебное дело. И в 2021 году мы открыли новое направление – это лабораторное дело. Ну, в основном все устраиваются в Мирнинскую ЦРБ, но студенты, которые приезжают из УВУСов, большинство возвращаются домой. Студентка 3-го курса лабораторной диагностики Арабелла Китя здесь получает 2-ю профессию. Она решила из воспитателя детского сада переобучиться на лабораторного диагноста. Помогать людям, соответственно, здесь самая важная роль у нас играет. И спасибо нашему колледжу, что предоставили такую специальность, как лабораторная диагностика, в том плане, что для меня она оказалась более актуальной, больше, чем сестринская или фельдшер. Здесь, знаете, что было хорошо в том, что мы обучаемся, что мы тут же видим нашу работу. Тут же мы обучаемся, тут же мы практику проходим, и тут же мы знаем, что мы останемся также работать. И для нас это лучше. То есть, когда мы сейчас закончим, диплом получим, аккредитация пройдет, мы уже будем знать, куда мы приходим.
В Мирнинской центральной районной больнице ситуация с кадрами до недавних пор была проблемной. Но за последние годы отмечен массовый приток молодых специалистов в учреждениях здравоохранения. И это не только благодаря программе «Земский доктор», но и тому, что в городе работает филиал Якутского медицинского колледжа. Анна Васильева, Мирный. Сквер воспитателей появился в 203-м микрорайоне Якутска. Проект реализован по инициативе заведующей детского сада номер 24 Сардана Марианны Ивановой, а также благодаря гранту, который выиграли в прошлом году по программе поддержки местных инициатив. Цель этого проекта – повышение статуса педагогов дошкольного образования и престижа профессии воспитатель. Скульптура полностью выполнена из бронзы. Автором композиции выступил заслуженный художник Афанасий Романов. Кроме этой композиции планируют открыть фонтан около сквера. Действительно показывает, что в обществе очень высокий авторитет воспитателей и востребована их работа. В городе Якутске работает более 4000 человек в сфере дошкольного образования, которые ходят, посещают дошкольные учреждения, более 23 тысяч детей дошкольного возраста. Поэтому этот памятник, конечно, найдет и своих почитателей, и станет источником вдохновения, повышения статуса воспитателей наших дошкольных учреждений. Алданские лицеисты продолжают познавать профессию педагога. В рамках профориентационного проекта «Десятиклассники» проходят практику в детском саду «Крепыш», который является экспериментальной площадкой. Какие знания дают школьники младшим товарищам и чему дошколята учат подростков, узнала Татьяна Вахнина. Учащиеся Алданского лицея отправились не на экскурсию и не на урок. Десятиклассники прибыли в детский сад «Крепыш». В старшей и подготовительной группах школьникам предстоит провести занятия в рамках профориентационного проекта. 10 класс лицея является педагогическим. Ребята знакомятся со спецификой профессии учителя. А первые навыки им помогают приобрести дошколята. «Крепыш» стал экспериментальной площадкой района. Да, я понимаю, что, может быть, не все станут воспитателями детского сада, но у нас есть девочка, желающая быть логопедом, кто там еще психологом. И, может быть, они выберут направление как раз вот детского сада. А вообще для жизни, вот мы уже сами разобрались с ребятами, что это им для жизни. Все равно будущие мамы, будущие папы. Поэтому навык вот такой работы с детьми, может быть, какие-то навыки получат. Сегодня на занятии дошколята вместе со старшими товарищами изготавливают открытки. Первым адресатом станет Дедушка Мороз. Поздравление он получит как раз ко дню своего рождения, который отмечается 18 ноября. А часть посланий будет отправлена военнослужащим. Творческий процесс идет слаженно. Идей, креатива и фантазии у малышей и их юных наставников масса. Все очень хорошо, дети все очень радостные, счастливые, что мы пришли, что у нас вот проходит сейчас творческая, так скажем, мастерская. Мы готовим подарки, открытки Деду Морозу. И, конечно, переживания внутри есть. Реализация профориентационного проекта включает 3 направления. Практикующие педагоги поделятся со старшеклассниками знаниями, навыками и опытом. В свою очередь, в работе с детьми школьники будут активно использовать информационные технологии. Еще одно направление предусматривает тесное взаимодействие дошколят и подростков. Наши дети будут в лицей ходить на экскурсии, значит, будут присутствовать даже на каком-то уроке, что, я думаю, будет большим плюсом социализации и адаптации наших детей при поступлении к школе. Занятие, по мнению и юных воспитателей, и дошколят, прошло очень интересно и продуктивно. А финальной нотой встречи стало вручение лицеистам удостоверений о том, что они приобщаются к азам профессии педагога. Профориентационный проект рассчитан на 2 года. И дошколятам, и школьникам предстоит реализовать множество планов и задач. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутске завершились мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения Петра Староватова, первого в Якутии героя труда. Краевед, учитель с 43-летним стажем Петр Хрисанфович известен также тем, что был признан первым заявителем о наличии в недрах республики многих полезных ископаемых. Подробности в сюжете Марины Захаровой. 17 ноября прошло сразу несколько событий, посвященных жизни Петра Староватова. Открытие выставки в музее Ярославского, презентация сборника документов и торжественный концерт.
Человек, опередивший время. Именно такое название носит выставка, на которой представили более 250 экспонатов из фондов музеев, а также Вилюйской межпоселенческой библиотеки и Эльгяйской школы имени Петра Староватова. Подбирали экспонаты, в основном рассказывающие о жизни и деятельности Петра Хрисантовича Староватова. Также из нашего музея были выставлены экспонаты, которые собраны Петром Хрисантовичем. И Национальный архив Республики Саха-Якутия подготовил виртуальную выставку. Также в Национальной библиотеке города Якутска презентовали книгу о жизни и деятельности Петра Староватова. Ответственным составителем сборника выступила Наталья Степанова, заместитель директора Национального архива. На его создание ушел год совместный с администрацией Вилюйского района работы, в ходе которой были выявлены ранее неизвестные данные о жизни героя труда. Правду о жизни и деятельности Петра Староватова рассказывают архивные документы, которые вошли в этот сборник. Всего вошло в этот сборник 90 архивных документов, из них 85 впервые вводится научный оборот. Значит, раньше читатели не могли знать об этих документах. Мы поднимали эти документы из 40 фондов, из 20 фондов, и поэтому получилось очень солидное издание. Серия мероприятий завершилась торжественным концертом, номера для которого готовили Сунтарские и Вилюйские улусы. Был представлен доклад о трудовой деятельности Петра Хрисантовича. Также напомним, что в рамках мероприятий по увековечению памяти первого героя труда Республики Саха-Якутия в Вилюйске был установлен памятник, и в дальнейшем планируется постройка сквера, что будет носить его имя. Марина Захарова, Георгий Григорьев, Семен Семенов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и удачных вам выходных.